Dağıstan'da zaten Respublika'nın elektrik setrin mayışat aktarmışının ve gün tunin desantin vekiller alay haftada çi rayondes akatnava. Райондин терроризм акции комиссии дин заседания для Герунис, публичное акционерное общество российские сети, Кархана дин Векилар, муниципальный район дин Ил, Нариман Абдулмуталибова, Вичин кабинета Кабулна. Распределены для нашего обследования. В частности, ваш район, вот у нас представители от филиала ВОВ, да, обследуют. Вот. Ну, задача максимум у нас дефектовать все сети, какие у вас есть. Вот. Это касается 10,04 киловольта, все КТП. Вот. Ну, за исключением, конечно, значит, сетей, которые не принадлежат Дагэнерго. Вот. С теми сетями это отдельный разговор. Нет, мы обозначим, что они существуют у нас. Да, есть какие-то определенные там сети, но дефектовать мы, значит, будем только сети Дагэнерго, которые принадлежат. Вот. Соответственно, эти объемы мы планируем в течение месяца до 20 сентября эти объемы обследования закончить, значит, составить, значит, план сетей существующих, значит, составить дефектные ведомости на эти объемы, ну и по соответствии с дефектными ведомостями определить объемы затрат, которые мы вообще планируем здесь понести в ближайшее время. Вот. Эту информацию мы, соответственно, передаем, значит, Центр технадзора, который у нас назначен от Россетей старшими, значит, в сборе и консолидации информации, вот, по аудиту. И, значит, дальнейшая информация будет рассматриваться на уровне Россетей по дальнейшим действиям. Вот. И хочу сказать, что, значит, вот первый этап, который мы проводили по реконструкции сетей на учениях, в частности наша морская работа в Северокорейском РЭСе, мы получили определенный опыт, значит, учли ошибки, которые мы совершили, которые мы оперативно там устраняли, значит, и с целью более эффективной работы решили эти, значит, все замечания учесть при обследовании, вот, и сделать максимально качественно, значит, ваши сети в будущем. То есть вот такая задача делать, максимум. Да? Будем делать. Только единственное, что мы будем делать или кто-то другой, ну, это вопрос пока открытый. Да? Да, работа будет проводиться. Значит, ну вот вкратце, если вот такие вот у нас планы. А сроки какие? У нас большие проблемы с электричеством, честно скажу. Здесь, конечно, как вы сказали, вы будете работать только сетями Дагэнерго принадлежащими, а есть бесхозные сети. За последние годы в районе образовались много микрорайонов. Там они провели, ну, жители из-за отсутствия финансовых средств, иногда мы говорим, как жить нам дальше. Да, мы хотим жить как в Швейцарии, а с бюджетом, как, допустим, в Афганистане. Да. Бюджеты очень скудные, честно говоря, и сейчас новый глава республики Владимир Абдуалиевич обратил на это внимание, пригласил по его просьбе, ну, эта компания организована. Мы сейчас занимаемся и сбором налогов, но мы-то собираем ежегодно там 110-112%. У нас будут какие-то возможности, но полностью кардинально изменить ситуацию мы не в силах, потому что проблем очень накопилось. Если в 80-е, 90-е годы здесь проживало 30 тысяч населения, сейчас проживает около 60 тысяч населения. Потребляемость электроэнергии, как вы знаете, выросла. Да? Ну, сейчас появились стиральные машины, посудомоечные машины, даже телефоны и так далее, и так далее. Это все связано с потребляемостью электроэнергии. Мы своими силами как-то привлекаем инвесторов, меценатов, где-то установили трансформаторные подстанции, где-то столбы, где-то какую-то работу проводим, но наши силы, они не безграничны. Очень тяжело нам. И ваши сети, которые принадлежат республике, Дагэнерго, и бесхозные сети, и сети, которые принадлежат муниципальному имуществу. Во-первых, там нет четкой инвентаризации, границ нет, где какие сети. Мы об этом не знаем. Есть проблемы, связанные, допустим, по интернету. Ну, очень много проблем, это вы лучше знаете, вы специалист в этой области. Просто вот эти проблемы мы говорили, излагали и правительству. Видимо, зная ситуацию, Владимир Абдуалиевич это организовал, эту кампанию. Я, пользуясь случаем, хочу выразить вам огромную благодарность. Огромную благодарность. Спасибо. То, что ваша компания проводит в республике эту работу, это во благо населения нашей республики, ну, то, что вы будете проводить в районе, и для нас тоже. Не будет так, но я уверен, что там чуть дождь, чуть ветер, свет отключается и так далее. Работать, комфортно жить не удается. Поэтому я думаю, составим такой план, полностью будет оказано с нашей стороны содействие.
Все, что нужно от нас, мы готовы быть вашими помощниками. Спасибо. Во всех мероприятиях. Жилье, где, как. Ну, все, что нужно, вы об этом нам скажите, что вам нужно. Марат Нажмиевич, вы тоже. Все, что нужно, мы окажем содействие. Есть какие-то проблемы возникнут и в ходе работы, и так. Мы рядом с вами в качестве помощников. Спасибо. Мы совместно, так сказать, благодарность вам огромную выражаем. Значит, мы всегда, если нам какие-то необходимые, значит, проблемы какие-то у нас возникают, или там какие-то надобности, мы всегда обращаемся, значит, в РЭС, значит, вот, нам всегда оказывают содействие, очень отзывчивые люди, вот, и понимаю важные задачи. Ну, теперь с вами познакомились, слава Богу, да, будем к вам обращаться, значит, в том числе, если какие-то проблемы не могут решиться на уровне, значит, РЭСа, наших помощников первых. Вот, обязательно обратимся к вам, и, соответственно, все ваши пожелания, которые вы выразили, мы, несомненно, учтем. Спасибо. Значит, максимально сделаем качественные осмотры сетей, мы, значит, и будем стараться, значит, максимальное количество, значит, сетей заменить на ваших объектах для того, чтобы качество напряжения и уровень жизни населения повысился многократно. С точки зрения, вот вы затронули проблему по, значит, сетям бесхозным и сетям, значит, которые не принадлежат Дагэнерго, значит, ну, вопрос очень сложный, на самом деле, с точки зрения эксплуатации, если на то пошло, то Дагэнерго, значит, хоть как-то эксплуатирует эти сети, вот, а частные сети их совершенно не эксплуатируют, поэтому вопрос с бесхозными сетями и, значит, и прочими сетями очень остро стоит, и я считаю, что на вашем уровне, возможно, есть смысл эти сети каким-то образом передать, понудить, я не знаю, порекомендовать, как уж там правильно сказать, да, Дагэнерго, чтобы это все было на одном балансе. Только в этом случае мы, соответственно, оперативные меры предпримем и, возможно, заменим все сети, потому что мы даже для себя примем такое решение, что если мы в населенных пунктах находим КТП, которые не принадлежат Дагэнерго, мы их все равно дефектуем, вот, в плане ставим, потому что мы понимаем, что население – это самый важный момент, который нужно обращать внимание при развитии. Если это касается каких-то там, значит, компаний, фирм, которые занимаются предпринимательской деятельностью, мы просто отмечаем, что да, они есть, эти сети, но никаких действий пока решений предпринимать нет. То есть с этой точки зрения для населения мы, значит, оказываем еще дополнительные, значит, понимаем проблемы, понимаем, значит, суть вопроса, мы будем стараться дополнительно максимально все, значит, осветить и у себя отметить. Да, спасибо. Вы знаете, мы проводили за эти годы инвентаризацию, но она, на мой взгляд, не очень такая качественная. Совместно проводили с нашими РЭС по сельским поселениям. У нас есть определенная информация, но для того, чтобы их передать на баланс, там нужно, чтобы они соответствовали, насколько я понимаю, техническим условиям и так далее, и так далее. Проекты, ну, все как положено. Но, к сожалению, в основной массе они проведены некачественно. Любое ваше начинание будет поддержано всеми жителями района, потому что это для людей это делается. Поэтому еще раз вам выражаю, извините, я несколько раз говорю спасибо, потому что это большое дело, навести порядок в электрическом хозяйстве. И сложно. Да, и сложно.